Sabahınız hayırlı olsun saygılı seyirciler. Sentabr ayının 15'inde Gagauzya büyük bir hem önemli bir data. Biz anıyoruz maestro Germek Konstantin Afanasyevich'i. O tamamlayıcıydı 73 yaşını. Konstantin Germek unikal bir insandı. Angısı çok kuvvet koydu bildirme Düzava Türkiye Muğun Ansamblesini dil sadi Moldova'da ama aşırı devletlerde de. Onun yaratmaları şedevr oyunları şaştırıyorlar. Herkesin kim bakar bir kere görüyor onları scenalarda. Gagauzya oyunları oldular kültüramızın zenginliği hem büyük bir simvolü. Bu yıl Sefte Gagauzya'da Germek oyunu müzika hem oyun festivali geçirilecek. Bugün elbette stüdyomuza teklif ettim Konstantin Afanasyevich'in dostlarını, kolegalarını hem de elbette öğrencilerini kim birlikte çalıştı, kimilerle onun güzel meraklı çalışmalarını. Karşılarım stüdyomuza bugün teklif ettik. Tatyana Şogoleva, Düzava Türkiye Muğun Ansamblesinin yöndericisi. Sabahınız hayırlı olsun. Sabahınız hayırlı olsun. Hem de elbette ki öğrenciler Konstantin Afanasyevich'in yavruları öyle diyeceğim Vladimir Şogolev hem de Nikolay Plukçu. Sabahınız hayırlı olsun. Sabahınız hayırlı olsun. Nasılsınız? Nasıl keyifleriniz? İyiyiz. Исинес. Сегодня поговорим, конечно, о Константине Афанасьевиче. Вы, я уже сказала, вы просто его продолжатели дела великого мастера. Татьяна Ивановна, вы большой друг и коллега, и единомышленник. Несмотря на то, что прошли годы, память – это святое дело. Да. Каким он вам остался в памяти, каким запомнился, как друг, коллега? В памяти Константин Афанасьевич живой, в нашей памяти. Мы помним его заветы, его слова, то, о чем он говорил, то, что он рекомендовал и советовал. Мы много приходили с ним сюда в студию и мечтали, строили планы, которые, знаете, вот тогда мы говорили, что если мысль, высказанная вслух, имеет свойство материализоваться. И вы видите, что то, о чем он мечтал, то, о чем мы с ним говорили и тоже вместе мечтали об этом и строили планы, оно воплощается в жизнь. Сегодня в танцевальном коллективе идет неустанная ежедневная работа, ставятся танцы, работают детские возрастные, работает студия, но там по возрастам работают дети. Мы готовимся к нашим национальным традиционным фестивалям, которые проходят в Гагаузии. Ну и самая главная мечта – это открытие на кафедре культуры и искусств специальности хореография. Непростое это дело, но с Божьей помощью мы план составили. Он у нас в министерстве. Просто есть еще по новым требованиям дополнения, которые мы должны сделать и довести до нужной кондиции план. До Нового года мы должны это сделать. И надеюсь, что авторизацию он пройдет. Ну и дай Бог, на следующий учебный год мы запустим эту специальность, потому что это необходимо. Это необходимо. И коллеги скажут, что сегодня дети любят танцевать. И сама специальность востребована. Танец – это самый доступный язык в мире. И то, что идет пропаганда нашей гагаузской культуры и музыки, и танца, вот она и привлекает молодежь, и привлекает детей. И, естественно, открыв эту специальность, мы предварительно изучили все возможности региона и риски, что специальность действительно имеет право на существование, и наборы у нас будут. Вот, поэтому спасибо судьбе, спасибо Богу, что так сложились обстоятельства, и все-таки Константин Афанасьевич был здесь, был на родине, и за 4 года он выполнил
огромный объем работы, который можно приравнять, наверное, ко всей жизни, потому что не все хореографы после себя оставляют такое количество танцев. И я всегда говорила, и мы на научных площадках об этом говорим, и будем говорить, что все-таки он является основоположником академического гагаузского танца. Это да. Как ни крути. Да, у нас были достойные предшественники, которые тоже внесли свой вклад. Но сколько сделал Константин Афанасьевич, это равняется огромному отрезку жизни. Это 4, ну я не знаю, 4 к 20, наверное, если не больше. Поэтому мы будем о нем помнить. Готовится танцевальный фестиваль в его честь ко дню рождения. И это будет традиция. Это будет еще одна традиция у гагаузского народа. И, как мы говорили, через года 4-5 максимум об этом будут знать все, что в середине сентября постоянно будет проводиться в Гагаузии фестиваль танца памяти Гермек Константина Афанасьевича, который еще со временем, я думаю, перерастет в национальный и международный. Вот такие планы. Это и есть жизнь. Это и есть вечная жизнь, когда о тебе помнят и не забывают, и наоборот приумножают. Ну, говорят, танец – душа народа, но Константин Афанасьевич сам был душой народа. В чем его харизма, вот секреты его работы заключались, Владимир? Я считаю, что секрет его харизмы – это очень большой багаж его жизненного опыта. Мы работали с ним не только, соответственно, в Дюзове, но и вне коллектива. И меня всегда поражало, насколько легко ему удавалось найти общий язык с людьми, которые он первый раз встретил. Я думаю, это одно из самых полезных качеств, которые может человек в себе развить, вне зависимости от своего рода деятельности, будь он хореографом или музыкантом, или преподавателем, это научиться налаживать быстрый контакт с незнакомым тебе человеком. И ему это удавалось на все 100. Это наглядное пособие живое было, как общаться с людьми. И, знаете, несмотря на то, что вот мы говорим это в рамках танца, уроки, которые он оставил лично для меня, не только как для танцора, но как и для человека. Я использую его советы и в преподавании, и в обучении, и в общении с другими людьми. То есть танец стал таким универсальным средством общения, который простирается далеко за его пределы, но и в жизнь. Вот как Татьяна Ивановна сказала, что это нас объединяет за счет танца, за счет музыки. И я вот наблюдаю сейчас вот эта лавина, которая пошла после него, она до сих пор продолжается. Я вот буквально сегодня утром у меня был урок сольфеджио, и вот детки мои, я им объясняю, там, скрипичный ключ, ноты. Они говорят: а мы с вами в Дюзове вместе танцуем. Я говорю: Вот да что вы замечательно. говорите? Я говорю: да что вы говорите? Какая связь? Да. Говорит: только мы, говорит, в разных группах. Я говорю: ну, естественно, вы будете помладше, да, вот там я, вот мы ходим. Уже вот. они смотрят так же на вас, как и вы смотрели, и смотрите на своих руководителей, на Да, своих и балетмейстеров. это приятно видеть, что дети, конечно, борода еще не настолько длинная, но молодое поколение, я позволю себе такое высокое заявление, молодое поколение уже знает лица своих артистов, знают о великих деятелях. Я знаю, что это культивируется с детского сада, воспитывается любовь к родному языку, к родному танцу, к традициям. Я уверен, что в будущем обязательно появятся учебники, где будет хотя бы вкратце, но описана биография, кто такой человек, что он сделал. И это, конечно, нужно делать не только по отношению к Константину Афанасьевичу. У нас есть плеяда деятелей культуры, чью память мы должны увековечить, потому что она забывается. Это все наше достояние, это все наша история, которая пишется сегодня. Мы не в состоянии оценить в полной мере то, что было, но мы должны учиться культивировать то, что у нас есть сейчас. Действительно, этот фестиваль будет одним из таких шагов. И я думаю, что действительно это должно выйти на хотя бы для начала на национальный масштаб, чтобы потом впоследствии
расширить это до международного уровня. Потому что, как вы уже сказали в начале, он работал не только в Молдове, он работал во всем мире, его знали везде. У него был и цыганский ансамбль, он работал и в Ирландии, его сын сейчас там, и о нем даже там знают. А мы тем более должны знать. Да, и я дополню вот по поводу учебников. В учебном плане по хореографии есть дисциплина, которая идет все семестры, все курсы, и называется она «История хореографического искусства». И в этой дисциплине достойное место займут хореографы Молдовы и Гагаузии в частности. И будут разработаны темы, и однозначно, что слушатели будут знать своих учителей, предшественников, основоположников. Да, то есть то, что мы говорим, Да. вот это Да. те идеи, которые обсуждались, да, они прошли дальше его жизни, к сожалению. Но, вы видите, они находят отражение сегодня, а это самое главное. И так или иначе, все, что будет делаться на хореографической основе и даже на основе музыки, а я думаю, мы эту тему с вами еще затронем, оно будет красной нитью проходить сквозь жизнь, сквозь творчество и иметь вот этот оттенок, который оставил Константин Афанасьевич Гермек. У великого мастера потрясающие ученики, воспитанники, которые продолжают его дело. Николай, я знаю, ты работаешь с молодежью, с детьми. Каково это вот примерить на себя и этот статус, уже быть руководителем и уже видеть своих учеников, своих воспитанников? Я надеюсь, думаю, что уроки Константина Афанасьевича наверняка были, да, не зря. Да, конечно, это я испытываю гордость, когда я могу заниматься с детьми, показывать им танцы, которые когда-то нам показывал Константин Афанасьевич, который ставил эти танцы. В честь него даже назван один из танцев Гермекую, ну, который мы танцуем И по уже сей целый день. фестиваль. Я, когда был еще ребенком, мне было лет 10-11, мы тогда танцевали этот танец. Сейчас дети танцуют. Я рад, что я могу показать, рассказать историю этого танца, кто его нам ставил, в честь кого назван этот танец. По сей день с Виктором Петровичем Градинар пытаемся продолжить то, что делал когда-то Константин Афанасьевич. Вы не пытаетесь, вы делаете. Мы и делаем. неплохо. Мы стараемся. Довольно-таки на очень высоком уровне, особенно когда выходит на сцену, я не знаю, более 300, наверное, вот этих вот маленьких дюзовинцев, скажем так, да, то есть юные поколения и младше-младше, просто диву даешься, что вот настолько богата и красива наша культура, наш гагаузский танец. Да, продолжайте. Константину Афанасьевичу большое спасибо за то, что оставил такой большой вклад. Столько разных танцев, которые мы можем, столько движений, которые мы можем показать подрастающему поколению. Сколько воспитанников у вас? Ну, в Тюзове около 100 детей, 3 составов: младшие, средние, старшие, Замечательно. от 5-6 лет. Об этом можно было только мечтать, Татьяна Ивановна, да, потому что вы Да, основателем являетесь. Это всегда был больной вопрос. Всегда был больной вопрос. И вот все-таки мы сделали все, чтобы этот вопрос не стоял постоянно ребром. И работают студии в Камрате, и в Кангазе, и во многих селах, я знаю, селах. да. Да, вот Коля скажет, я все села, может быть, даже и не знаю. Да. Но дети работают, и детей мотивирует то, что все-таки их ждет выход на большую сцену в основном составе. Это очень большая мотивация, которая вот двигает вперед. Гордость, конечно. И хочу сказать, что последние годы, последние десятилетия, так скажем, пошла такая тенденция, что дети, которые ходят на танцы, ходят в студию, они же ходят и в музыкальную школу. То есть они развиваются в музыкально правильном направлении. То есть
не однобоко только хореография, но это все связано с музыкой, с изучением азов профессиональных, Чувствовать теории музыку на музыки, сцене. да. То есть, когда ребенок ходит и в музыкальную школу, он в танце слушает музыку и работает под музыку, ну и так далее. Ну, то я есть- вижу, с каким трепетом, с каким настроением, с какой гордостью, переживанием, волнением выходят дети на сцену в этих костюмах потрясающих, которых сейчас многочисленное количество. Да, это тоже благодаря управлению культуры. Да, это управлению культуры костюмы, спасибо. обувь, Они атрибуты. держат великое дело. Да, держат руку на пульсе, потому что, опять-таки, мечта Константина Афанасьевича, когда мы только начинали, и он говорит, каждый танец – это костюм. Постановка, сюда же в постановку, в работу над постановкой входит и пошив костюмов. И вот это была мечта, и она реализуется, и шьются костюмы не только для основного профессионального состава, но и для студий, для малышей. Вот, и поэтому, когда выходят на различного рода фестивали, юбилеи, выходит полный состав от первого, второго, третьего до основного, это мурашки по телу, это такие эмоции, слезы на глазах и мотивация для детей. И я думаю, что счастье для зрителя, счастье большое для родителей. Вот, что И для руководителя, да, наверное. Да, конечно. Какие эмоции ощущаешь, Константин когда Афанасьевич- уже ты понимаешь, что ты поставил эту постановку, ты отработал каждое движение, ты уже отвечаешь за этот номер, за этот танец. Ну, Пожалуйста. во-первых, это в первую очередь переживание, чтобы дети... Как Константин Афанасьевич говорил, один концерт равняется 10 репетициям, там так Да. перетрусит, что там идет такая Да. мобилизация, там собираешься, и все, где-то вот на репетициях, может, были шероховатости, а человек собирается, даже дети, и выдают на концерте продукт, как положено, качественно. То есть вот все-таки вот эта закулисная работа, она мало кому интересна и, в принципе, не должен быть интерес к закулисной работе. Готовый продукт – это сцена. И для того, чтобы выйти на сцену, надо очень много-много работать. Вот. Это очень ответственно, и поэтому вот он всегда говорил, не надо сидеть на месте, надо выходить на сцену, потому что на сцене куется характер и отношение к работе, и ответственность и так далее. Ну, у нас есть фрагменты репетиции. Я хотела бы, чтобы мы их вместе с вами посмотрели. Потом возвращаемся в студию и продолжаем программу. Будем говорить о том, как идет подготовка к фестивалю, чем удивите вы нас на этом фестивале, чем он будет отличаться от других. Пожалуйста.
Итак, идет подготовка к, на мой взгляд, замечательному, уникальному фестивалю. Это на самом деле дань памяти маэстро Гермек. Я хотела бы, чтобы вы, ребята, рассказали, как идет подготовка и насколько это значимо для каждого из вас. Пожалуйста. Ну, так как со студией занимается Николай Георгиевич, со своей позиции могу сказать, что мы отрабатываем все его постановки, оттачиваем движение, работаем над характером, над рисунком, чтобы максимально красиво, максимально целостно передать через танец то, что он заложил. Ибо в танце самое сложное – это характер. Движения, как он говорил, нету молдавских движений, нету гагаузских движений, греческих, цыганских, нету движений, есть характер. И вот он в своих постановках фокусировался, конечно же, в первую очередь на гагаузском характере. Наша задача в этом велика – научиться передавать именно характер. Потому что движению может любой научить, но характеру могут научить только уникумы. И вот мы стараемся во всей этой буре хореографической не потерять истину, не потерять тот лейтмотив гагаузского танца, потому что, к сожалению, на сегодняшний день пока отсутствует профессиональное учебное заведение, которое бы взращивало с измальства в танцорах чувство характера, но работа уже ведется. С Божьей помощью, я думаю, это будет достигнуто. Моя задача как артиста балета выйти и показать всем, кто здесь главный, показать, кто такие гагаузы, показать традицию, показать характер, показать, что после себя, кого после себя оставил Константин Афанасьевич Гермек. Прекрасно. Главная задача артиста – показать себя, а самая главная задача и руководителя, да, чтобы показать, чтобы юные артисты, юные таланты показали тот дух, ту харизму, тот колорит, который на самом деле оставил здесь, на нашей гагаузской земле, наш Константин Афанасьевич. Дети полностью готовы к концерту. Они готовы показать все, чему мы учили, готовили. Как я когда-то был ребенком, мечтал станцевать на концерте Семена Пометка, так и, я думаю, дети со временем будут хотеть станцевать на концерте в памяти Константина Афанасьевича Гермеки. Дети покажут все, что они умеют. Мы их в этом поддержим, да, мы их в этом поддержим. Да, и в Дюзова в том числе к этому концерту мы тщательно подготовились. Это для нас очень ответственный, очень важный концерт, в котором мы должны показать все те навыки, все те движения, то, что нам когда-то оставлял Константин Афанасьевич Гермек. Мы постараемся затронуть каждого зрителя этим концертом. Да. Это ваша миссия, и у вас это получается очень на высоком уровне, достойно. Об этом мечтал и Семен Васильевич, и, я уверена, все хореографы, которые работали в Дюзове, которые начинали работать в Дюзове. Каждый внес свой вклад, свою энергию, свои умения, скажем так. И, слава Богу, Дюзова живет и радует нас и до сих пор. Сегодня ансамбль Дюзова продолжает дело Константина Афанасьевича, и это возможно благодаря его другу и нынешнему руководителю и хореографу Виктору Градинарь. Мы встретились с Виктором, он нам дает небольшое интервью. Константин Гермек – это действительно мой друг, не побоюсь этого слова, не просто руководитель, но и большой друг, который давал много советов не только в танцах, но и в жизни, и во всех моментах. Каким был он человеком? Это был очень яркий человек и непредсказуемый, и он отличался от других. Даже по улице он идет, и он даже одевался по-другому. Что-то особенное, со вкусом, несмотря на свой возраст, он всегда очень в ногу со временем и одевался даже со вкусом. Вспоминается процесс репетиции постоянно, и очень не хватает его и мне, и всем остальным.
всегда хочется какого-то совета, чтобы последняя точка была за человеком, который знает больше и опытнее тебя. Но, к сожалению, этого нет. Приходится полагаться на чутье и на то. Постоянно прибегаю к тому, что думаю, как бы он на это смотрел бы и как бы он это сделал. Слава Богу, Дюзова и после смерти Константина Афанасьевича продолжает работать. И я думаю, что неплохо продолжает работать. Ставятся новые постановки каждый год, и не одна постановка ставится. Его постановки никто не забывает, они работаются постоянно на всех концертах. Даже стараемся где-то работать больше его программу, но чтобы как бы людей не разбавляем и другими номерами. Все движется, дети работают, ребята, кто работал при нем, также стараются работать. Кто-то уходит учиться дальше. В целом все движется, слава Богу. Мы стараемся поддержать тот уровень, который был задан тон им. Надеемся, что у нас это получается. На сегодняшний день у нас во многих селах занимаются ребята, которые работают в ансамбле Дюзова, занимаются с детьми в разных селах. Это порядка 5-6 сел. И это дело продолжается. И в селах, где не было танцевальных коллективов, они появляются. И достаточно неплохие коллективы растут, ребята двигаются. Я тоже как бы стараюсь им помогать, чем могу. Иногда приезжаю на репетиции, смотрю, как движется. Очень в этом плане все хорошо. Касаемо духа танца и темперамента, и техники, он внес большой след, хотя несмотря на то, что он уже был в таком, опять же, скажу, в возрасте, он не мог особо показывать нам движение. Но он это так передавал словами, что тебя это так зажигало, что ты на сцену выходил и просто рвал. И ты сам стоишь и не понимаешь, за счет чего это происходит, но это происходит с тобой. Вот он мог донести словами так, дать тебе эту эмоцию, и ты просто начинаешь по-другому себя чувствовать и по-другому эмоционировать в танце. Это приходит с возрастом, я думаю, это так просто не рождается. Донести словами то, что нужно показать, это дорого стоит. Решили, что как-то нужно увековечить его имя, и чтобы о нем всегда говорили и не забывали, чтобы ежегодно у нас был фестиваль, или в данном случае в этом году будет фестиваль, возможно, будет в следующие года конкурс. На этом фестивале будут у нас участвовать много коллективов танцевальных. Это фестиваль только танца. Этот фестиваль мы решили назвать «Гермекуину» в честь памяти о Константине Афанасьевиче. Я думаю, это то, что действительно будет, даст возможность всем не забывать о нем, как о хореографе и просто о хорошем человеке. Я думаю, что это у нас получится и будет хороший фестиваль на многие года. И впоследствии я очень надеюсь, что это будет конкурс, фестиваль, который будет повышать уровень танцоров и коллективов в целом, которые на этих фестивалях, на этих конкурсах будут стараться быть лучшими. За счет этого, в принципе, идея того, чтобы ребята не просто участвовали, а понимали, что нужно расти в плане хореографии. Порядка 10 коллективов в этом году будет участвовать. Это не только коллективы Гагаузии, но и другие коллективы. У него было очень много друзей, в принципе, по всей Республике Молдова. Это и цыганские ансамбли, и Мартишор. Они все хотели бы поучаствовать, но не у всех получается. Так выходит, что... Поэтому приходите, будет очень интересный фестиваль. И это, в принципе, у нас никогда такого не было. Это первый раз у нас такой фестиваль танца. Будет очень много чего интересного. Мы готовим красивое открытие. И будет все прекрасно. Дюзова была, есть и будет и до меня, и во время меня, и после меня. Имя его будет звучать вечно, так как этот коллектив несет нашу культуру, наши традиции, наш танец. Это то, что мы должны сохранять. И я думаю, что будут ребята, которые будут это продолжать однозначно. Потому что мы для этого делаем все возможное. Вот эти фестивали и те дети, которые занимаются в тех селах, по-любому найдутся ребята хорошие, которые научатся и будут продолжать наше дело.
Мы продолжаем нашу программу, и я бы хотела, конечно, задать вопрос. Вы сами, скажем так, делали первые шаги в коллективе и уже воспитываете подрастающее поколение, и уже эти поколения, как вот сказал Владимир, это уже такая волна, лавина просто охватила всю Гагаузию. Гагаузия такая танцевальная, танцующая, ну, в роскошных костюмах, с роскошными танцами, хореографией, постановками. Каким вы видите будущее гагаузского танца, будущий ваш коллектив? Очень хороший вопрос. У меня аж мурашки сразу от перспективы, потому что я вижу, что даже через 5 лет, ну давайте 10, перспектива огромная, я вижу, что Дюзова выйдет на международный уровень в своем профессионализме. У нас появится своя собственная школа танца здесь, на месте, в автономии. И дети будут на нее поступать, будет большой ажиотаж. Я это вижу. Это будет начинаться банально с того, что у нас автономия начнет ходить с широко распрямленными плечами, нос будет по ветру, здесь будет солнце. И вот люди, которые танцами не будут заниматься, будут видеть, ага, издалека вот он идет, вот он плывет, вот он, танцор. Неважно, дюзовы, не дюзовы, я думаю, появится очень много коллективов, даже здесь на месте. Потому что, когда идет большой приток контингента, невозможно его удержать только в одном коллективе. Поэтому не исключено, что будет проходить такое разграничение, да, может быть, будут появляться уже другие составы, они будут конкурировать, появится, я надеюсь, что появится здоровая конкуренция, которая позволит всем стремиться и выходить на более высокий уровень, потому что нам это надо, нам это действительно надо. Я вижу, что 7 февраля и 15 сентября будут внесены в календарь, и там будет написано 7 февраля Семен Васильевич Doğuma günü, потом 15 сентября Константин Гермек Doğuma günü, это обязательно. Отличная Я идея, это вижу, да. это можно даже сделать не через 10 лет, это можно делать завтра. Вот. И да, я очень хочу, чтобы как можно больше людей узнало о Дюзове, чтобы как можно больше людей ценило труд деятелей культуры. Я хочу, чтобы деятели культуры обладали определенным статусом в социуме, потому что мы можем сколько угодно благодарить, но человеку при жизни хочется пожинать плоды своих творений. Я думаю, что для нас всех мало какое значение будет иметь, конечно, что мы после себя оставили. Мы уходим с надеждой, что нас будут помнить. Но давайте будем откровенны. Кому интересно там, когда уже путь пройден? Мы хотим на протяжении пути видеть то, что, возможно, останется. Мы не можем быть уверены до конца. Я думаю, Константин Афанасьевич где-то сам понимал, что, возможно, будет тяжело, возможно, где-то собьемся с пути. Но он шел дальше, потому что было видение. И я вижу, что в будущем деятели культуры будут более мотивированы творить, будут более мотивированы развивать свой народ во всех сферах. Не обязательно музыка и танец, живопись, скульптура, вырезание, выжигание на горшках. Это все у нас есть. Я вижу, что это все получит свое развитие, но начало будет от Дюзовы. И будет это от того, что оставил Константин Афанасьевич и Семен Васильевич. И очень деликатно культивировано нами, их последователями. Да. И взрощено, я вижу это на глобальном уровне. О нас должны знать, о нас должны слышать. И, возможно, извне нам придет вдохновение, и мы в условиях глобализации станем еще более уникальными. И я это все очень хорошо вижу. И дай Бог, дай сил, мы будем над этим работать. И мы это сделаем. Николай, своих воспитанников, маленьких, юных, каким видишь ты их через несколько лет? Я думаю, что Дюзова будет жить и через 5, и через 10 лет благодаря нашим детям, благодаря нашим воспитанникам, которые будут продолжать, которые будут идти вперед, глядя на нас,
Я думаю, они будут вдохновляться, идти вперед, и Дюзова всегда будет жить. Дюзова никуда не уйдет, танец всегда останется. И жизнь продолжается. И жизнь продолжается. Я уверена, сейчас у Татьяны Ивановны в голове тоже много идей, информации, много интересного, потому что когда она делала первые шаги в Дюзове, вот они раз и прошли 50 лет, то есть это целая жизнь, огромная жизнь, и вот какой результат? Да, вы знаете, действительно, сквозь призму прожитых лет действительно видишь этот колоссальный рост. И видишь и другую сторону, что это еще не предел, до совершенства еще есть. А совершенство, то есть совершенство это что? Это профессионализм. Профессионализм это подготовленные кадры. Кадры, молодежь, которая будет грамотнее, чем мы, чем наши предшественники. И вот как Вова сказал, в условиях глобализации теряются многие народы, они теряют свое лицо, теряются языки, но тот курс, который взят нашими предшественниками и продолжается нами, он основан на сохранении, приумножении и выведении, так скажем, уровня на высокий профессиональный уровень. Потому что сегодня чувствуется нехватка школ. Не то, что нехватка, их просто нету, хореографической школы, и никогда не было в Гагаузии. Вот. Будет школа, вырастет уровень. То же самое с музыкой. И когда молодежь видит эту перспективу, и мы знаем, что делать, значит, так тому и быть, так оно и будет. И завершить свою речь хочу с тем, что я всегда говорю, Дюзова – это навсегда. И как говорил Константин Афанасьевич, Дюзова Супер! А чтобы вы коротко, что бы вы сегодня ему сказали, Константин Афанасьевич? Партию в нарды? Я бы предложил сыграть ему в нарды. Замечательно. Можете не вставлять. Я бы сказал спасибо. Я бы сказал, любопытно, чего может достичь один человек. И чем больше смотришь истории вот таких вот судеб, как у Константина Афанасьевича, у Семена Васильевича, Татьяны Ивановны, один в поле воин, очень даже воин. Вот. И этот один воин держит за собой весь гарнизон. Всю армию. Да, всю армию, да, даже всю армию, абсолютно верно, да. И насколько иногда, вот опять же, все это в адрес Константина Афанасьевича, насколько запал, да, насколько вот этот внутренний огонь одного человека способен зажечь или хотя бы дать искру. А это все, что нужно для запуска реакции. Одна искра для того, чтобы люди начали за тобой идти. И чтобы пошла такая Да. огромная лавина. Огромное спасибо. И когда следующая репетиция, я бы его тоже спросил. Николай. Скажу коротко, полностью согласен с Вовой. Хочу сказать большое спасибо Константину Афанасьевичу. Татьяна Ивановна. Спасибо. Я ему всегда говорила спасибо. И он, приехав сюда на год, остался, задержался, потому что он не мог отсюда вот так вот просто взять и уехать через год. Нет. И я всегда таким великим людям, это такое Божье вот благословение, провидение. Спасибо, что я имела честь, но я не 4 года, я его раньше знала, что я имела честь дышать с ним одним воздухом, жить с ним в одно время историческое, делать с ним одно общее дело. Низкий поклон. И сколько мы будем жить
мы будем всегда его помнить. И для меня, я часто пересматриваю фотографии, вот, для меня он живой. Для нас меня тоже, он мне живой. кажется, для нас Да. всех он живой. Для меня он живой. Жизнь, театр, Шекспир сказал, и все мы в нем актеры. Ты игрой сердца пронзал, рождал восторги, споры. За то, что ты с душой играл, народ тебя короновал. И даже враг твердил порой, скрывая страх, что ты король, что ты король. Виват, король, виват, виват, король. Покоя ты не знал, без пушек, без солдат, своей игрой ты страны покорял. Меня же покорил, что верным был, что был самим собой. И не было игрой, пустой игрой твоя любовь. Виват, король, виват, виват, король. Виват, король, виват, виват, король. Ты был самим собой. Виват, король, виват, виват, король. Виват, король, виват, виват, король. Виват, виват, моя любовь. Пусть его танец продолжается в сердцах, на сцене и в жизни каждого человека. Спасибо нашим гостям, спасибо Дюзове, спасибо маэстро Гермек. Удачи вам, успехов и успехов фестивалю Спасибо Гермек большое. Коэну. Спасибо большое. Хорошего дня всем. Увидимся на сцене. Обязательно. Çocuklar, niye yapacağız? Kızlara çiçek takacağız.